Испытано на себе. Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня я себя испытаю в роли смотрителя зоопарка. Хотя это как бы, ну, я вот называю смотритель зоопарка, но есть очень много различных названий. И сегодня в том числе я попытаю себя, в общем, работником зоопарка Арто Дайду, если быть точнее. Давайте познакомимся. Наш первый герой — это Федор Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор Петрович, сегодня что мы будем делать? Сейчас, кстати, надо сказать, что самое утро, то есть, ну, вот с утра. Ну, самое первое у нас мы набираем зерно для животных и там взвешиваем и идем кормить животных. Все, так. Ну, тут уже все готово. Это такой черпачок. И зерно, это овсянка, да? Геркулес. Геркулес. Полное ведро. Полное ведро набираем. То есть у многих тоже начинается утро с каши Геркулес, а для животных тоже полезно, да? Да. Основной корм. Основной корм. Так. Ага, вот здесь весы. То есть это требуется для учета корма, да? Да. Для учета корма. Здесь, друзья, обратите внимание, здесь это у нас получается травоядный. Это мы сейчас пойдем кормить овцебыка. Он один, да? Овцебык. Овцебык, бизоны. Овцебык и бизоны. Вот, а здесь также есть для хищников. Обратите внимание, вот здесь вот прямо мясо свежее, которым будут кормить животных. Так, здесь специальный журнал. Так, дата у нас 14 марта. 13 марта. Комбикорм. Геркулес, это который я вез, да? Геркулес. 75, 7,20. Так, вес 7,20. Идем дальше. Так, ну что, сейчас мы весили Геркулес. Но, как видите, у меня два ведра в руке, потому что здесь у нас Геркулес, а здесь комбикорм для крупного рогатого скота. То есть это все смешивается, да? Да, смешивается. Друзья, хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, сейчас у нас сегодня начало марта, ну вот пока холодно, да, вот на следующей неделе обещают потепление, скорее всего в это время выйдет наша передача. Но видите, я вот, допустим, в такой одежде, ну, чувствую, что морозится. А Федор Петрович, обратите внимание, идет просто в жилетке. Потому что хитрая жилетка. Хитрая жилетка с подогревом, возможно, да? Но, тем не менее, надо сказать, что смотрители зоопарка, вообще зоопарк же работает круглый год, да, в том числе и для посетителей. Ну и ежедневно работники зоопарка это ухаживают за животными, кормят их, то есть там нет никаких выходных. И в минус 50, минус 60 градусов, и в дождь, и в снег они, конечно же, ухаживают за животными. Поэтому, я думаю, Федор Петрович у нас очень закаленный человек, поэтому идет сейчас вот так вот налегке. Работать удобнее? Ну, на мой взгляд, вот овцебыки, бизоны, они такие достаточно, наверное, ну, как сказать, мало эмоций выказывают, да, но вот когда видят, что к ним приносят корм, они радуются? Да. Да? Вот идет сразу на место. Уже готов. Видишь, далека. Ты же с ведром идешь, они уже готовы. Кстати, вот обратите внимание, уже идут к месту кормежки. Так. О, уже встречает нас. Так. Сейчас что делаем? Делайте вот так. Отсюда две. Кошка и отсюда две. Вот. Вот ямку, да? На. Нажимлево. Это как бы приманка для того, чтобы Войти в вольер. войти и перекрыть животное. Так. Опа. Ой. Все, И два Геркулеса, да? Да.
Друзья, на самом деле, то, что сейчас мы положили туда еду, да, это какая-то такая двойная задача у этого. Во-первых, ну, конечно, чуть-чуть покормить овцы-быка, а во-вторых, это сделать таким образом, чтобы была возможность закрыть вот эту часть вольера, где он кормится уже сеном, для того, чтобы сделать уборку. Так, как убираемся? Просто собираем. Грабли. Лопата и грабли. Ага. Куда? В центр, да? Да, сюда. Как-то... Или я неправильно взял инструмент. Овцы-быки достаточно такие, ну, серьезные животные, да, достаточно опасные. То есть, ну, в зависимости от настроения, там, время, да, допустим, гона, то они представляют достаточно такую, ну, серьезную опасность, поэтому вольер закрывается для того, чтобы сделать здесь уборку. Порция сколько составляет? 9-8 килограмм. 9-8 килограмм, да? В день, получается, овцебык съедает около 9 килограмм. Или еще обед у него есть? Вообще... Это потом, когда потеплеет, Ага. там даем сочные корма. Сейчас, например, Ягель и в основном сено. Ага. А как потеплеет, то сочные корма, там морковь, хлеба и капуста. Даже так, да? Ага. Так, я примерно не знаю, сколько это. Вы мне скажете, да? Остановиться. Положите волю. Волю. Волю прямо. Нормально. Нормально, да? Да, то есть смотрю уже, бизоны немножко с завистью смотрят в эту сторону. А здесь точно так же, да, делаем? Или как? Вот сюда вы не зайдете, наверное. Ну да. Друзья, познакомьтесь, это Наталья Владимировна, заместитель директора зоопарка Ортодайду. И вот сейчас мы в разговоре узнали очень интересную историю про овцебыка. Как его зовут? Его зовут Гога. Ага. Он поступил к нам в 2017 году в рамках реабилитационной работы. Его нашли в Алаиховском районе инспектора охраны природы. Вот. И когда он к нам прибыл, у меня вот родился такой стих. Даже стих. Да. Весна 17-го года. Алаиха, кругом снега. И трудно выжить в непогоду. Кругом как будто западня. Где им найти бы хоть кусточек березки или тольника? Копытцем слабым бьет теленок ослепшего овцебыка. Судьба суровая в той тундре, ждала его, не выжил он. Но был и радостный здесь случай, и этот стих скорее о нем. О том, что в жизни есть и счастье, и добрым есть делам удел. Инспектор, рейд свой совершая, малышку в тундре разглядел. Совсем малой, 5 дней от роду, один лежал среди снегов. И Богом человек был послан, и был спасен он от врагов. Теперь живет он в зоопарке, за ним глядит целый отдел, ночует вместе с киперами, не зря сюда он прилетел. Кругом трава и солнце светит, и каждый рад потеребить овцебычка по кличке Гога, теперь ему здесь долго жить. Супер. Это ваше собственное сочинение. Да. Стихи. Здорово, У здорово. меня и про белых мишек есть, вот, и про журавлей. Почему бы не сделать сборник? Ну вот, да, все, никак не соберусь. Ага. Мне кажется, было бы очень хорошо. Представляете, вот на входе, на кассе, например, буклетик, да, со стихотворениями. Ну да, тут история, потому что у каждого животного практически своя история. Много животных поступило именно вот, по реабилитационной работе. Зоопарк много работает в этом направлении. Вот. Ну и экспозиция, наверное, вообще вся коллекция животных, это практически все те животные, которые пострадали от каких-то действий природных или антропогенных, да. Вот. И малая только, наверное, часть животных, которые поступили из других зоопарков. Вот. Поэтому
здесь вот у каждого своя история. Анабарка тоже, например, из Анабарского района в 2018 году поступила тоже вот совсем ослабшим теленочком. Чара у нас в зоопарке родилась. Вот. Бизоны, они из питомника Усть-Ботома были переданы дирекции биологических ресурсов. И уже 3 раза был приплод у них. Вот. Ну, в общем, так вот. И по белым медведям мы тоже очень много сделали работы. Ну, начиная от Колыманы, что она все тоже была спасена ведь во льдах. Вы помните, наверное, в 2012 году. После этого и Умка Аяна, которую нашли в 2017 году в Среднеколымском районе. То есть она ушла от побережья, медвежонка маленьким, ну, около порядка 400 километров, да, вглубь материка. Вот. И вот ее спасали там всем тоже Министерство экологии, инспекция охраны природы. И вот от зоопарка поехал ветеринарный врач. Вот, и спасали этого медвежонка, спасали. Ну и в итоге сейчас она живет в Нижнем Новгороде, зоопарк Лимпопо. Ее зовут Умка Аяна. Вот. Про нее у меня тоже есть стихотворение. Ух ты. Вот. Но оно длинное, я вам потом вот могу послать, да? Ну, в общем, у каждого животного здесь своя такая, можно сказать, летопись, вот, история. Поэтому, конечно, когда вот идешь с людьми и рассказываешь, интереснее всегда вот, да? Хотелось, ну, мы хотим создать такую аудиоэкскурсию, чтобы было интереснее ходить по зоопарку, не просто смотреть, но узнавать вот истории животных. Так, достаточно. Ага. Серьезная порция, да? Там пока не хватает, там еще мало есть. А? С той стороны есть. Ага. Это добавка типа. А, это добавка? Ну, там на одного не хватит. На 3. Ага. Их-то 3. Так. Так, ну это были овцы-быки. Теперь мы идем к бизонам. Опа. Друзья, я почему-то думал, что в зимнее время зоопарк как бы закрывается и не работает. На самом деле зоопарк работает круглогодично для посетителей. Испытано на себе. В спячку ложится только бурый медведь, да? Да, бурый медведь. Только бурый медведь. И вот, может быть, вы в новостях уже читали, но вот этот март такой достаточно прохладный. На самом деле, вот если смотреть по сегодняшней температуре, ночью было ниже 30 градусов. Вот, поэтому Мишка пока спит. Обычно, как говорят, просыпается уже к 8 марта. Да. Вот. Но сейчас, думаю, на следующей неделе он уже проснется, что ожидается потепление. А так, в целом, все животные бодрствуют в течение всего года, всей зимы. И, соответственно, зоопарк тоже работает. Так. О, вот это серьезные ребята. А по, допустим, по настроению, кто, грознее, вот бизоны или овцы-быки? Овцы-быки? Овцы-быки более такие, да? Да. Это, наверное, заложено в названии, да? No. Овцы-бык. Так. Так, сейчас заходим. А это перемешиваем одно ведро. Одно с другим, да? Ага, перемешиваем. Без разницы, что куда, да? Да. Сюда засыпаем. Одно ведро перемешиваем. О, все влезло. Верно. Так. Опа. О, это что-то сложновато. И отдельно тоже. Всем привет. Он ждет же на месте. Ага. И там высыпаем 4 ковшика. Самцу. Ему туда, Да, на землю. Да, на землю. Это тоже как отвлекающий маневр, да? Да. Угу. Привет, держи. Ух, как махина.
Сколько килограмм? 400, да, весит? Тонна почти. Тонна почти? А сейчас это самки перед ней. Привет. Как ее зовут? Саргуля. Саргуля. Самка Илюша. Тоже 4, да? Ага, 4. А в целом настроение можно понять их, да? Да, у них как-то тоже есть настроение. Кто заходит, кто не заходит. Ага. Вот так. Ну, от погоды зависит тоже. От погоды? Да. А в холода, наверное, аппетит больше, да? Да, от холода аппетит больше, а сейчас вот как потеплеет, они не зайдут. Туда не зайдут и не будешь убраться внутри. Как бы не сильно голодный, да? Так. Каждое утро, да, такой процесс? Да, каждое утро. Получается, не надо никакой фитнес-зал, да? Да. Все, прямо это. Я вот чувствую, как у меня прорабатываются все дельтоидные мышцы. Плюс работа на свежем воздухе. Зимой и летом. Зимой и летом ежедневно. Так. Отсюда можете добавить. Еще добавить, да? Кормушка полная должна быть, да? Да, С горочкой. они съедают, ну, примерно один рулон 300 килограмм. Они съедают его за 4-3 дня. Втроем. Втроем. Ну, и Абсолют помогает с этой стороны. То есть они заходят, вы их также закрываете Да, здесь, закрывают дверь. да? И потом еще вот весь вольер, да, выбирается. Навоз. Лесной бизон, уникальное крупное млекопитающее, является исчезающим видом. От 700 до 1000 килограмм бывает весом. Бизоны обитали на территории Якутии во времена мамонтов. Последних бизонов в Якутии человек истребил приблизительно 2000 лет назад. В 2006 году 30 телят были безвозмездно переданы правительством Канады в питомник Усть-Ботома. И вот, друзья, действительно, ну мы, кстати, уже разговаривали, то есть у них система защиты такая, что они не убегают, а становятся в такой круг, и это вот, скорее всего, и было причиной то, что их... Стадное животное. Ага. И из-за этого их быстро истребили, поэтому... Вот, но сейчас популяция возрождается. Ну, большое вам спасибо. Ага, желаем успехов. Вот такой по-настоящему, хоть и на свежем воздухе, но сложный физический такой труд. Спасибо. Испытано на себе. Так, друзья, ну сейчас где-то около 40, может быть чуть больше минут у нас ушло на то, чтобы сделать весь процесс. Покормили мы, соответственно, овцебыков и бизонов. Вот. Но мне, кстати, перед съемками администрация Арто Дайду сказали, может быть, вам робу. Я говорю, да нет, не надо. Я думал, работа не пыльная, ничего себе, смотрите. Еще как пыльная, друзья. Поэтому, конечно, в первую очередь всегда это подходящая рабочая одежда должна быть. Ну и в целом, как вы видели, получается не только вот в такие теплые, сравнительно теплые мартовские дни, да, работают, как, кстати, называют киперы, то есть сотрудник зоопарка, кипер, смотритель, вот, но и в минус 50, и, в общем, в любую погоду, потому что животные хотят кушать. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас я очень рад, потому что мы переместились в тепло, можно сказать, в тропическое, потому что мы находимся в террариуме. И давайте познакомимся. Заведующий террариум Иван Сокольников. Вам приветствую. Приветствую. Так, ну я вижу, что мы, мне кажется, сейчас будем кормить, да? Да, кормить. У нас еда, диета наших рептилий, соответственно, их экзотики, специфическая. Да.
стараемся давать всё живое, не замороженное. Ага, так что тебе придется сегодня. Слушай, вот вообще, вот на самом деле, да, я вот Ивану уже сказал, что у меня есть такая достаточно серьезная, наверное, форма арахнофобии, да, я боюсь пауков, ну, то есть не люблю их, как меня немножко даже передергивает. Вот, но вот креветки, если еще, ладно, это я даже сам бы съел, да, но вот здесь у нас есть еще и такие вот, как называется? Это личинки жука зоофобос, Мгм. мучной древесник называется еще его, большой хрущак. Там еще тараканы есть. у Вот нас. это, да, это я Так, сейчас... Сейчас покажу. Слушай, у них там целые... Вот они. О, какие... О, боже мой! Это еще не самый большой наш вид. Я очень рад, что у меня в руках щипцы, но... Ой, ой, ой. Ну-ка, обед. Так, давай, говори, что, Так, в какой сейчас- порции и кого. Так, сейчас у нас по очереди идет гирозавр. Его сегодня надо обязательно покормить. Герозавр. Держи. Гирозавр большой. Так, гирозавр, это вот у он нас... сидит, ага. Вот он, Как да? открывай. Прямо открывать? Он, да, он, он не не резкий? агрессивный, он людей, к людям очень хорошо Как относится. открывается? Вот это ты лучше Он у открой. нас Ага. ручной, сторожил. И куда я этих личинок кладу? Так, сейчас сначала нужно его приманить. Возьми, пожалуйста, одну вот эту личинку. Они и хрупкие? Перед его носом Ой, какие сильнее сжимай, иначе он. Они жесткие, да? Ага. Вот, и теперь мани его сюда, Иди ближе, сюда. ближе. Ага. Он придет. Куда? Вот, Он уже съел. все. Теперь жди. Жди, пока проглотит. О, боже. Ага. Перекармливать тоже нельзя. Надо дать столько, сколько он сможет проглотить. Он не выскочит, да? Не. Ну, даже если выскочит, мы его поймаем. А. Еще. Мы, Он говоришь, да? ждет, он ждет. А, ждет. Ага. Стой, братишка. держи. Хозяин, еще, Вот, да. на. Не, Ой. надо перед его носом. А, Он тут убежал. сейчас. Ага. Вот, перед носом. Вот это да. Слушай, я сейчас смотрю, у меня же рука дрожит. Можно чуть-чуть сверху снять, там, чтобы отбликов не было от стекла. Ага. Так, еще, он уже съел? Еще просто. Сколько прожорли? Сколько Ну, примерно съедает? Не меньше 8 штук съедает. Вот она. Ну, Не когда меньше. не в настроении, может 5 штук съесть. Так, это уже третий. И съедает это быстро, ничего себе, какой аппетит. Иногда мы витамины добавляем в насекомых. Ага. Ну, в виде пудры. И они такие белого цвета, как с мукой. Нет, еще Ой, рано. рано, Они извини. вот эти стараются зарыться. Все, еще один. Так, еще, держи. Прямо смотрит на меня. Да, он такой. Ничего себе, такой прикольный. Гирозавр, почти как динозавр. Тираннозавр, да. Так, еще не доживал. Уже так. Так, ну, наверное, хватит. Еще одного можно. Давай еще одного. Надо ждать. Он Ага. еще не проглотил. Всё. Ну, сейчас 2 дня будет отдыхать, переваривать. Нет, завтра надо ему овощи дать, и салат надо дать. А, то есть это да, как бы не на день, и это типа не На 2 завтрак, а дня. он вообще Нет, он раз в 2 дня белковое. белковый. И да? желательно каждый день овощи давать, потому что овощи, они обволакивают вот этих жирных личинок А. и помогают его пищеварению. Слушай, ну это чисто белковая такая Да, прямо. это вообще протеин. Да. Так, вот закрываем. Ну, хорошо, что мы не живем в Юго-Восточной Азии, да, где, по-моему, таких, наверное, тоже употребляют. Сейчас вот этот парень, он у нас Оу, такой бойкий, тоже ручной, но он как котенок. как котенок, да? Ага, он может прямо с рук кушать. Так, Не, ну, я с рук не буду да, кормить, вот я через я- пинцет. Кормушку надо ложить, он как... Его не надо. Да, он как как бы. кошка знает, что... Сколько надо положить туда? Ну, сразу одну пока. Одну? Мгм. А как ему показать, что я ему... Надо показать и положить. Все. Так же, принцип такой же. Смотри, он боковым зрением, да, смотрит? Все, и теперь перед Что-то ним. я вообще испугался. Тут надо побыстрее ложить. Раз, пошел, второй. О, какой резкий. И третий пошел. Иначе он может выпрыгнуть и прямо сюда залезть Да головой. ну, четвертый надо? Да, еще. Да. Все? Он сегодня в хорошем Хватит? настроении. Нет, еще надо. Слушай, тут еще и сколько... Ты меня сразу предупреждай? Ладно, Еще. скажешь, когда хватит. Вот это прожорливый парень. Это... Да, Подожди, он это нас- хамелеон же? Нет? Нет. Похож на хамелеона. Сколько еще? Так, ну, еще 2 и все, наверное. Он еще вот не выпускает вообще. Вот у него убежал, да, один? И Да, он он прямо смотрит. смотрит, что он убежал. Да, Не то, что он тот. запомнил, что он там ползает. Сейчас после тарелки он будет его искать. Еще надо? Еще одного и все. Все.
Вот это я стресс сейчас поймал. Сними его Ну, я же сверху. говорил, он как кошка прям. Ну. То есть те, которых он уронил, он Всё, запомнил, боится. что он их Да, уронил сейчас он пойдет искать. и пойдет их искать. Ну, мне кажется, у него интеллект не хуже, чем... Вот, нашел. Ничего себе. Интеллект не меньше, чем у собаки. Он А. еще по лицу запоминает. А, серьезно? Да, кто подходит. И... То есть я сейчас для Реакция него разная. такой-то новый человек. Ага. Так, сейчас у нас черная игуана будет. Тоже вот этими личинками? Ага, вот кадр можете вот снять. Черная Руслан, игуана. тебе придется зайти вовнутрь оттуда. Испытано на себе. Так, ну высыпи несколько, 5-6 штук высыпай. Прям высыпать, да? Ага. И они сами будут Раз, два, еще, Три. еще, ну, да, Четыре. 5-6 штук. 5, давай 6, вот. их же двое. А, все, 6. Все, теперь закрываем и наблюдаем. Наблюдаем. Оп, уже пошло. Первый пошел. Почему второй не видит? Он походу на нашу камеру У нас смотрит. свет, да? Ну, он вот А этот давай свет вырубим. второй смотрит, кто такие. Говорит. Сейчас. Вот пошел. О, я что-то пропускаю, подумал. Все, пошел. Второй подумал, я сейчас пропущу что-то. Еще раз, еще можно зайти. Да? Еще можно? Они, видать, еще хотят. А, Вот этот всю посуду высыпай туда прям. прямо всю? Ага, с запасом пускай. Медленно открываем. Ну-ка, парни, подвиньтесь чуть-чуть. Угу. Вот. Можно еще высыпаем. открыть, да? Угу. Открыть. Вот. Ну, эти тоже как котята прям. О, тут Не боятся. Ну, мы каждый день открываем их, кормим их. Они уже знают, что если дверь откроется, значит что-то вкусное сейчас будет. И они заняты, короче. Мгм. Они не хотят бежать в неизвестности. Да. Они лучше поедят, да? И как бы иногда я вот, ну сейчас я не знаю, можно вот так вот прямо их погладить. Вот так вот. Ну, не. Ну, пусть едят. Пусть кушает, да. Ни одного не упустят, я в этом уверен. Ну, это же динозавры, да? Угу. О, линяют, да, они? Да, линяют Вот у периодически. них линька. О, не хочет. Ну-ка, кушай, не отвлекайся. Ой. Все. Кожа слазит. Ну, Серьезные ребята. Так, Не доели? Или давай, доедайте. доели? Иначе тут разбредутся по этому, по М. террариуму. Потом они будут копать это все, вот субстрат. А потом они в Охотятся. жуков превратятся? Нет. Нет? На, ешь. А так во взрослом состоянии эти личинки это большой жук, да? Да, жуки. Ну, сейчас могу показать. Они есть у нас. Ну, они как наши волосогрызки. Черные такие. А. Угольно-черные, но у них усы короткие. То же самое, они как бы, их родина первым обнаружили во Франции. Они в дуплах деревьев живут. И вот эти черви, они прям там ходы роют, как у нас. А, У нас же бывают в древесине такие шахты такие, рисунки Ну. такие, вот типа такого. сейчас переходим, я так понимаю, к креветкам, да? Да, к змееголову тебе нужно будет вычистить панцирь из головы, а остальное уже пойдет в корм. Так, Давай, пойдем туда. в ту сторону? Ага, там змееголов там сидит. Я думал, это он. Нет, это он королевский другой питон есть. написано. Так. Змееголов, название уже интересное. Так, тут надо будет его это у нас поближе. рыба. Ага, рыба. Рыба. Императорский змееголов. Да. Это еще подросток, он будет еще почти 1,5 или 2 раза больше. То есть, я Отрывай надеюсь, они не голову. живые. Взял их так смело. Так, отрывай голову. Голову, и вон туда. И все, вот это всё, и вон вместе с туда. панцирем? Ага, вместе с панцирем. Панцирь тоже нужен ему. Так, куда открываем? Вот, нет, вот туда прямо. В эту дырочку. Ага, пропихиваем. Вот так. Опа, бульк. Ох, ничего себе. Всё. Любителям рыбалки хорошие кадры. Ну-ка. Вот. Ну-ка, парень, давай. Вон она вниз ушла. Ага. Ты съел? Одну съел. Сейчас вторую. видишь. Вот она. Ну, А пока этих тараканами мы кого кормим? тараканами мы должны были покормить филизун. Филизун покормим, да? Пошлите филизун кормить.
Я просто спросил. Вот зря ты спросил. Зря спросил. Так, теперь у нас будет кормежка тараканами. Фильзум, да, идем. Она, держи. Фидзу это кто? Фильзума это там вертикально ползающие ящерицы. Ух ты. А, Те, кто ездил в Юго-Восточную Азию, могли наблюдать гекконов в Токио, маленьких гекконов. Они обычно в лампах, фонарных столбах, в туалетах точно. бывают, где мотыльку. Вот она, да? Ага, вот она. Они не выбегают. Резкие? Резкий, но надо вот так чуть-чуть только одну дверцу приоткрыть, таракана поймать и перед носом прямо. Может быть, давай ты. Ага, ну, потому что- один да, раз. лучше ты профессионал. Ага. Тараканов сейчас у меня Так. что-нибудь будет, короче. Вот так вот каждого ловим. Ого. Ну, они едят тоже, они сами маленькие и немного едят. Вот 2 штуки на одного хватает. А, Вот, покопаем. Кто будет кушать? Опа. Опа, Молодец. ничего себе, резко. Маленький крокодильчик. Ага. И А он сейчас будет долго проглатывать. он прямо смакует. Да, а в короче. это время мы остальных начинаем обслуживать. Вот я бы точно так не смог бы взять. Это ты их закрыли, берешь же Ну, щипцами. а что они нам смогут сделать? Знаешь, Они почему? кожу человека не прокусывают. Опа! А, что попал, за промах? побежал. А, Это я его щас его шанс. поймал. Другой. Все. Другой тоже поймал. Четкая хватка. Снайперы. Ну и вот, кто там? Кто там этого? Куда он убежал? Кто-то же не поел у нас, их 3. А, он тут прогладил. А, он отобрал, он половину откусил у того. И убежал, да? И убежал. вот Ну, это держи. вот. Полноценно. И что ты будешь делать? Они такие прям слишком резкие, получается. И главное, не бегают, да, за ним? Нет, ну вот того мы вечером поймаем. Никуда он оттуда не денется из подводной лодки. Ну, я вот, да, действительно не смог взять это тараканами покормить, я вот это не могу переступить через тебя. Ну, пока на этом все. Ага, спасибо большое, Иван. Ну вот, как видите, друзья, мы еще покормили и обитателей террариума. Испытано на себе. Так, ну что, мы продолжаем. Сейчас мы находимся, ну, здесь мы уже были, когда взвешивали комбикорм. И познакомимся с Русланом Михайловичем, заведующим сектором приготовления кормов. Руслан Михайлович, вообще вот сразу, наверное, такой вопрос. Вот сколько за год потребляют животные, вот, допустим, сено, мясо? Ну, сено 50 тонн в год потребляет, мясо 12 тонн. Серьезно. И комбикорма? Комбикорма 15-16 тонн. 15-16 тонн. Ага. Вот сегодня у нас что мы можем сделать? Сейчас мы готовим. Ну, сейчас вот подготавливаем мясо для хищных птиц. Для птиц, и они вот так вот разрезаются. Ну, практически как гуляш, да? Да. Так, давайте я попробую под вашим присмотром. Это мясо какое? Это оленина. Оленина. Ох. Так, это уже нормальный, да, кусочек? Чуть поменьше. Чуть поменьше. Оленина. А в целом какой рацион, вот, допустим, я вижу, вот сейчас на разморозку принесли потроха, да? Это для кого? Это для хищников, хищных млекопитающих. И вот оленину тоже занесли. Это для орнитологии тоже. Из холодного склада, получается, заносите мясо, и это готовится уже на следующий день, Да. Размораживается. Размораживаем и готовим на следующий день. Ой, я прямо сейчас это режу и сам чувствую, что проголодался. Так, и так. Все. Так, сейчас приступим. Так, руки помыть. Да. Тоже можно. Да, действительно, если так подумать, можно было несколько частей испытанного на себе снять здесь, потому что, в принципе, действительно, и очень много действительно задач, да, у смотрителей.
Да, друзья, обратите внимание, что несмотря на то, что, конечно, идет кормление животных, но тем не менее каждый день здесь вот эти кварцевые лампы, то есть идет кварцевание, полностью уборка и все для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно и, конечно, не болели. Так, а мы сейчас, я вижу, что мы начнем что-то делать с фруктами, да? Да, овощами. с овощами и фруктами. Сейчас начнем приготовление для террариума. Для террариума? Ага. Кстати, да, Салат. Иван говорил, что они едят салаты. И... Так. Давайте здесь. Какой теркой? Вот этой? Вот крупный. А так, допустим, вот ваш рабочий график, да, это приготовить на завтра много заготовок нужно, да, получается? Да, и на завтрашний день. Ну, вот, например, это на завтра уже заготовлено. Тут морковка стоит, капуста где-то 5-6 килограмм. Морковки, капуста на завтрашний день. А так, на ваш взгляд, вот, допустим, животные едят больше летом или зимой? Летом. Летом больше, да? Получается, значит, все-таки есть такое ощущение, как, что животные зимой как бы в полусонном таком состоянии, скорее всего. Поэтому, а летом, как говорится, сезон у них. Так, ну что, друзья, я закончил шинковать салат для животных. Сейчас обратите внимание, да, то есть Руслан Михайлович, действительно, то, что мы сейчас сделали, это только маленькая, да, часть, Да, малая часть. всей работы, потому что еще, во-первых, не проснулись даже еще бурые медведи, да, то есть Да. это... Ну вот, таких мисках готовится каша для бурых. Но тут у нас селедка и перловка, это для водоплавки. Для водоплавающей птицы, да? Птицы. А. Каша будет готовиться. Слушайте, а мишки кушают кашу в том Кашу, числе, да? То есть в сказках правду говорят. Руслан Михайлович, вам большое спасибо огромное, да, желаю вам успехов в вашем труде. Спасибо. Ну что, друзья, как видите, сейчас Колымана, известная, конечно же, по всей России, да что по России, наверное, по миру, греется на весеннем солнышке и ждет посетителей, которые, с началом сезона обязательно, конечно же, появятся здесь, в зоопарке Ортодайду. Действительно, для меня сегодня было небольшим, можно сказать, открытием, что зоопарк работает круглогодично, то есть постоянно. Поэтому приходите и, конечно же, порадуйте своих близких замечательными питомцами, да. Сегодня я увидел огромное количество животных, некоторых был рад видеть, некоторых не очень, особенно сами видели в террариуме. Но в целом хотелось бы пожелать вам хранить нашу природу. Если впереди у нас, конечно, череда выездов на природу, на шашлыки, то есть не оставлять мусор, убирать все за собой. И, конечно же, желаем вам всего самого хорошего. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Пока. Испытано на себе.